Слышат ли пилоты аплодисменты после посадки самолета? Какие приметы и суеверия есть в гражданской авиации? Что такое фантомас и бобик? Сегодня мы пообщаемся с человеком, за плечами у которого 15 тысяч летных часов. Надо быть немного фанатом, надо это дело любить. Когда любишь работу и идешь на нее с удовольствием, я 40 лет хожу с удовольствием на работу. Я, наверное, счастливый человек. Григорий Юрьевич, здравствуйте. Расскажите, как вы пришли в гражданскую авиацию? Отец летал, и мне уже не оставалось другого выбора, как пойти в эту профессию. Я что заболел небом. Учился в Красном пути, это Краснокутское летное училище гражданской авиации Саратовской области. После окончания училища поступил в институт, заочно, Киевский институт гражданской авиации в городе Киеве. Он закончил его, высшее образование получил. С тех пор работаю. Вот в этом году по трудовой книжке у меня будет 40 лет стажа, календарных лет. У нас есть еще льготный стаж там, от налета часов, там уже приближается к 100-летию. Приехал в Ижевск 20 января 90 года. Налетал 15 тысяч часов. Если брать 15 часов, это перевести в сутки, часы, минуты, да, это получается 2 года. То есть 2 года на Земле не было человека. Вспомните себя в начале пути и ощущения, когда вы совершили первый самостоятельный полет на гражданском судне. Ощущение непередаваемое, потому что летишь в самолете и знаешь, что кроме тебя ничего не сделает. На тебе жизнь пассажиров, ты в ответе за этих людей, кроме тебя в сложной ситуации никто ничего не сделает. Только это ощущение, огромная ответственность, но и огромная радость, что ты добился чего-то. Во время полета посещало ли вас чувство страха, нормально ли это, и сталкивались ли с какими-то опасными природными явлениями в небе? Естественно, что страх бывает, но летчиков очень долго, сложно готовят, в частности, к выполнению обязанностей в качестве командира воздушного судна. Психологическая устойчивость должна быть, знание. И летчик для этого и готовится, для того, чтобы не то, что чувство страха, а чувство опасности было. И как выходить из этих ситуаций научно. И в идеале должны быть готовы, летчики должны быть к тому, чтобы не попадать в эти ситуации. И когда старый летчик спрашивает, где ты летишь, он говорит, я слева. Он говорит, летчик должен лететь впереди на 2 метра. Предвидеть все ситуации. Естественно, что и гололед бывает, и грозы бывает, и шторм, низкая видимость, туманы. А самолет, ни машины его в воздухе не остановишь. То есть надо принимать грамотное решение, вовремя уйти на запасной аэродром, проанализировать погоду. На вашей памяти наверняка есть интересные случаи из летной практики. Буранских бабушек, когда они в Баку заняли место, они устраивали концерт там. Как концерт, они заняли 2-е место, мы летели в самолете, и они решили нам показать, мы их поздравили здесь, в салоне, не выходя из самолета. Даже фильм где-то есть, с цветами поздравили, они нам спели здесь «Party for everybody». Расскажите непосвященным, чем отличается первый пилот от второго и наоборот. Летчик, особенно командир воздушного судна, если вы заметили, у них на фуражке листики на козырьке. Да? Это дубовые листья, символ мудрости. То есть если на фуражке дубы, значит это командир воздушного судна, либо командный состав. А второй пилот пока еще молодой, он ходит без этих дубовых листьев. Что происходит в кабине пилота в тот момент, когда все пассажиры занимают свои места? До того, как пассажиры оказываются на своих местах, там производится подготовка кабины к полету. То есть включаются все необходимые включатели, по-обывательски говоря, тумблеры, там настраиваются какие-то приборы. Бортпроводник докладывает, что дверь закрыта, в кабине начинается работа, читка контрольных листов или контрольных карт. Называем, чтобы не пропустить ни одной операции, это как молитва, и для каждого пилота неукоснительное соблюдение. Эти контрольные карты, они расписаны по этапам. Перед запуском двигателя, после запуска двигателя, перед началом выруливания самолета со стоянки. Это все карается очень строго, если пропуск идет. Потому что это все записывается на магнитофон, прослушивается и делаются выводы. Нам, пассажирам, интересно узнать, а слышат ли пилоты аплодисменты после посадки самолета? Это работа пилота. Я не знаю, может это банально звучит, но когда в таксист вас доводит, вы же не хлопаете.
Ну, у каждой работы, это, я не знаю, парикмахер, постриг, вы же не хлопаете. Но это работа, мы просто воспринимаем это как свою работу. Да, там бывает приятно, может быть, там не слышно. Если не кричат «браво, браво», то нет. Все родное, все свое. Кресло очень удобное, кошеное. Нет, мне все хорошо здесь. А по звездам приходилось ориентироваться? Нет, по звездам нет. Нет, у нас без звезд много приборов. Автоматический радиокомпас. Здесь есть спутниковые системы, КВН. В гражданской авиации наверняка существуют приметы и суеверия. Ну, у каждого, наверное, свои. Ну, я не знаю, я тоже в свое время гладил самолет, но это было больше с тем связано, что, грубо говоря, на ТУЗ-34 в такую погоду командир должен проверить состояние крыла, не обледенело ли оно. То есть тактильными обязательно рукой пощупать, есть ли лед. Бывает лед, что его не видно. Ну и профессиональный сленг наверняка тоже имеется. Вот этот самолет Тушкан, Тушка, да, там, кто называет Ан-26 Фантомас, да, ну потому что от него звук идет такой Фантомас, это он ревет, Ан-24, там, Як-40, окурок, Як-42, там, кто баклажаном называет, кто как, Ту-154, большая тушка, ну то есть много всяких, Боинги, бобики, машина ассенизаторская, ну, которая то ли это она МА-7, там, или в зависимости от модификации бывает. Ее Машкой называют. Ну там сидишь в кабине, Машку вызови. Там. Реальность такова, что в современном мире автопилот существует уже и в машинах, и в поездах. Как вы считаете, заменят ли роботы человека в гражданской авиации? Когда это может произойти? На наш век хватит, это точно, но я думаю, что никогда роботы не заменят людей. Может быть, машина на автопилоте, ясно, там остановился и все, в воздухе не остановишься. Как бы ни была надежная техника, все равно присутствие человека, принятие решений, есть искусственный интеллект, но он действует по определенному алгоритму. А летчик, в том числе командир воздушного судна, должен принимать решения для спасения жизни пассажиров. Слаженный экипаж, слетанный. Залог успеха.